Priветствуем всех. Aš kalbėsiu lietuviškai. Я буду говорить на литовском. Ir trumpai pristatysiu tuos įvykius, kurių dar jums nepapasakojom. И коротко представлю те путешествия, которые вы еще не знаете. Birželio pradžioje buvome Suomijoje. В начале июня были в Финляндии. Tenais buvo misionierinė evangelizacinė kelionė. Это была евангелизационная поездка. Išsiskiria iš kitų kelionių tuo, kad joje vyko žmonės iš 5 įvairių bažnyčių chorų. Она выделяется тем, что туда ехали из 5 различных хоров. Ir tai buvo ne tik sekmininkų bažnyčia, bet ir baptistų. Это были не только пятидесятнические церкви, но и баптистские. Ir vaikai, kurie nežinojo Dievo, tiesiog ateidavo į sekmadieninę mokyklą, bet patys buvo netikintis. И там были дети, которые не были верующие, но они посещали воскресную школу и тоже участвовали. Mes džiaugiamės, kad galėjom susipažinti su įvairiais vaikais. Мы радовались, что могли познакомиться с разными детьми. Vaikai važiavo iš Vilniaus, Kauno, Дети ездили из Вильнюса, Каунаса, Švenčionėlių Švenčionėlį ir Ilakių. и Лакей. Ilakiai prie Mažeikių. И Лакей находится возле Mažeikiai. Ir mūsų važiavo 60. У нас ездило 60 человек. Ir tai kelionė buvo ypatinga tuo, kad Dievas mus mokė bendrauti su įvairios denominacijos broliais ir seserim. Путешествие было интересное тем, что Бог учил нас общаться с разными деноминациями. Vaikam buvo lengviau, Детям было легче, suaugusiems sunkiau, взрослым труднее. bet mokėmės gerbti vienas kitą Но учились уважать друг друга. ir Dievas mus išmokė И Бог per нас kelionę. во время поездки научил. Nakvojom ne visada minkštai, Ночевание не всегда мягко. ant grindų dažnai ir šaltose patalpose. Часто на полу, в холодных помещениях. Ne visada turėjom šilto maisto, Не всегда у нас была горячая еда, bet Dievas mus palaimino. но Господь нас благословил. Suomijoje mes susitikome su kitais chorais. В Финляндии мы встретились с другими хорами. Iš Japonijos buvo choras Valio, Был хор из Японии, iš Rusijos, из Amerikos России, Америки ir Suomijos. и финский. Mes giedojome įvairiose vietose Helsinkije, Мы пели в Хельсинки в разных местах. gatvėse, На улице buvo eisena per Helsinkį, было такое путешествие через Хельсинки, шествие. kai visi chorai giedojom apie Jėzų suomiškai. И все хоры пели на финском языке. Ši šventė apėmė ir parlamentą, ir politikus. И мы участвовали, в этом участвовали и политики, и мы пели возле парламента. Ir pats šūkis šitos šventės buvo už vaikų gyvybę. И сам лозунг был, да, за жизнь детей. Kadangi vaikų choras Valio nusprendė pasakyti gerą naujieną apie Jėzų Helsinkiui, Так как хор Валё решил сказать эту хорошую новость в Хельсинки, Dievas tai padarė, kad ir politikai sutiko apie tai kalbėti. Бог сделал так, что и политики согласились об этом говорить. Ir buvo išrinkta eilutė iš raudų knygos. Было выбрано место из «Плач Еремии», kur kalbama, где говорилось: pakelkime rankas maldoje «Возвысим руки в молитве už vaikų gyvybę, за жизнь детей, nes jie miršta gatvėse потому что они умирают на улицах iš bado. от голода». Ir mūsų vaikai dalino baltas širdeles kitiems žmonėms ir sakydavo, kad Jėzus gali padaryti tavo širdį baltą, kaip šitą širdelę. И наши дети, они раздавали белые сердечки и говорили о том, что Бог может сделать ваше сердце чистым. Ir dabar pasidalins dar įspūdžiais Valentina. И сейчас своими переживаниями поделится Валентина, Ir mes sugiedosim giesmę, и мы споем псалом, kurioje jūs matysit nuotraukas iš mūsų kelionės. во время которого вы увидите фотографию о нашем путешествии. Приветствую всех вас. Для меня эта поездка, она была большим подарком от Бога, благословением. Бог нас учил общению.
И для меня еще был хороший урок, хорошо прозвучали слова из Писания «Будьте как дети». Потому что вот у нас были некоторые непредвиденные неудобства, к которым мы не были готовы. Это не только ночи на деревянном полу в спальных мешках. Мы жили в условиях, к которым мы не были готовы. Вот, мы жили на зоне отдыха в лесу, где удобства на улице, вот, и насколько взрослые сложнее ко всему этому подходили. Дети как-то вот они приняли очень свободные просто, им показали, что вот умывальник здесь на улице, туалет вот здесь на улице, столовая вот там, вот, вот со стороны взрослых было намного больше вздохов и каких-то, можно даже сказать, ропота. Вот поэтому, вот опять же, будьте как дети. Да? Чем младше дети, тем проще и легче они все это принимали. Мы много очень ходили по городу. Гентарь уже говорила, что у нас было очень плотное расписание, было много репетиций, было много выступлений. И бывали такие случаи, когда от одной точки до другой, допустим, там из одного парка до другого, нам нужно было идти пешком. Вот. И после того, когда дети рано встали, после того, когда уже пройдено немало расстояний, вот, поскольку лично я с младшими детьми все время шла в конце колонны, я слышала, как часто они могли жаловаться: я устала, я не могу больше. Вот, как мы их уговаривали и тянули. Вот. Но когда мы приходили на место, и когда нужно было встать уже каждому на свои места перед выступлением, действительно не было абсолютно видно, что дети уставшие. Они улыбались, они радовались, они пели. И абсолютно все движения, которые нужны были физически, вот, они их все выполняли на 100%. Вот поэтому вообще слава Богу за то, что Бог делал в это время. Вот, и пусть Он делает дальше, потому что через детей Бог действительно открывает двери для взрослых. Вот, хотя, вот еще можно немножко личного? Вот лично своих переживаний. Вот, когда выступали дети, останавливались люди на улицах, просто прохожие. Вот, и когда я видела, что можно было бы подойти, можно было бы пообщаться, можно было бы лично рассказать вот это вот краткое Евангелие, не только через песни детские, вот, то я понимала, что такой возможности нет, вот, потому что это чужая страна, это чужой язык, и твой русский язык здесь поймет далеко не каждый. И я немного на эту тему переживала, думаю: Господи, ну вот, в общем, дети участвуют, а ты вот где-то там на вторых ролях, вот, и приложиться можно только какой-то молитвой, какой-то поддержкой моральной детей. Вот, и в последний день, когда у нас была программа, Бог дал мне возможность говорить на своем русском языке, родном русском языке. Мы тогда обедали между выступлениями в Макдональде, и за соседним столом я услышала русскую речь. Вот меня это очень сильно обрадовало, вот, потому что мы общались вот в своем кругу, и проходило около недели, да? Около недели все это длилось. Мы видели, как действует Господь в сердцах и детей, и тех, кто слышали. Но я лично немножечко на эту тему грустила, что я остаюсь в стороне. Вот, и поэтому, когда я услышала русскую речь, я сразу же двинулась туда. Вот, слава Богу, все это было, подойти было намного проще, потому что у нас были подарки. Вот, и вот эти детские подарочки, которые нам подготовила финская группа, они действительно помогали начинать говорить о Христе. Вот, и слава Богу, Бог действовал и среди взрослых, и среди детей.
Dievo meilė mums apreikšta. Jam vienam valdžia ir galybė, ir dangui ir žemėje duota. Tik vienas vardas pats nuostabiausias, už kurį gražesnio nebus. Tas, kurio mums reikia labiausiai, kilnesnis už kilniausius vardus. Tai vardas išganytojo Jėzus, neprilygstamas, labai brangus. Tikime, tikime, tikintiems atvertas dangus. Jam vienam mes padėką giedam, už didžius ir amžinus turtus. Tik vienas vardas pats nuostabiausias, už kurį gražesnio nebus. Tas, kurio mums reikia labiausiai, kilnesnis už kilniausius vardus. Tai vardas išganytojo Jėzus, neprilygstamas, labai brangus. Tikime, tikime, kryžiaus pergalė pasiekta. Jam vienam, kaip viešpačiui lenksis, ir garbins kiekviena tauta. Tik vienas vardas pats nuostabiausias, už kurį gražesnio nebus. Tas, kurio mums reikia labiausiai, kilnesnis už kilniausius vardus. Tai vardas išganytojo Jėzus, neprilygstamas, labai brangus. Mes taip pat per šitą laiką įrašėme trečiąjį diską Мы также записывали третий диск. ir nesustojome ties dviejais diskais, nes vaikai norėjo įvairesnių giesmelių. Не остановились, записав два, потому что дети хотели разных песен. Ir nors tai buvo labai daug darbo ir labai daug pastangų, bet tai padės mums nešti Evangeliją toliau Lietuvoje. Хотя это была сложная работа, в которой надо было много сил, но мы знали, что это поможет для евангелизации в Литве. Mes džiaugiamės, kad šiais metais diską įrašėm ne vienas mūsų choras ir maldos namų, bet chorai 4 bažnyčių. Мы рады, что в этом году записывали диск не только наша церковь и молитвенный дом, но в этом участвовало 4 церкви. Ir Suomiai labai daug padėjo. Очень помогли финны. Disko įrašymas kainuoja daugiau negu 10 000 litų. Запись диска стоила более нежели 10 тысяч литов. Ir mes jo dar neišleidome, Мы его еще не выпустили. nes tam reikės irgi finansų. Для этого еще нужны деньги. Todėl mes raginame jūs įsigydami diską ir dovanodami kalėdoms, pavyzdžiui, savo artimiesiems, jūs labai padedat vaikams. И мы побуждаем вас, если вы купите диск на Рождество детям или в подарок, вы поможете этим. Tai gera evangelizacija jūsų artimiesiems, Это хорошая евангелизация для ваших родных, o mūsų vaikai gali už tos pinigėlius skelbti evangeliją tiems kaimams, miestams Lietuvoje. а наши дети за эти денежки смогут говорить Евангелие в деревнях, в других местах. Ir dabar girdėjot vieną giesmę iš trečio disko ir dabar mes vėl pagėdosim giesmę iš būsimojo trečio disko. И сейчас вы слышали песню с третьего диска и еще одну услышите. Prieš tai dar vaikai trumpai pasakys savo liudijimus. И перед этим дети немножко поделятся своими переживаниями, свидетельствами. Aš rašinėjau diską. Я присутствовала в записи диска третьего.
Ir man pasakojo draugai, kad tai yra labai sunkus darbas. И друзья рассказывали, что это очень тяжелая работа. Ir pasakojo, kaip jie pavargo po pirmo ir antro disko. Они рассказывали, как они уставали при записи первого и второго диска. Bet man per disko įrašymą, Но мне в записи этого диска man buvo labai malonu ir labai lengva. мне было очень приятно и радостно. Ir buvo giesmių, kurias mes turėjome rašinėti po 30 ir daugiau kartų. И были песни, которые приходилось повторять один куплет, уточню, по 30 раз. Bet po disko įrašymo Но после записи aš jaučiausi labiau pavargusi negu tiksliau, jaučiausi labiau pailsėjusi negu pavargusi. Но после записи я чувствовала себя более отдохнувшей, нежели усталой. Ačiū Dievui. Слава Богу. Мы с хором очень много путешествуем и поем людям о Иисусе. И так как мы не можем каждый день им об этом рассказывать, они хотят об этом услышать, поэтому они могут купить диск, который могут послушать в любой момент и услышать о Боге и раскаяться. Я записывала диск, и все говорили, что это очень-очень трудно, но когда я начала петь эти песни, мне совсем трудно не было, мне было радостно, что я вижу друзей из Финляндии, и когда я пела эти песни, они наполняли мое сердце радостью. Я очень всем благодарна, что записывала этот диск. Vaikas atidavė Jėzui duonelę ir dvi žuvis. Maža tai daug reiškia Dievui, pamaitino daugybę jis. Nors kaip garstyčių grūdelis, tikėjimas mažas bus. Perkelti kalnus jis gali, viešpats Jėzus taip moko mus. Vargšės našlės dvi monetos, tokia Jėzukas skurdi. Maža tai daug reiškia Dievui, kai aukoja jam ką turi. Nors kaip garstyčių grūdelis, tikėjimas mažas bus. Perkelti kalnus jis gali, viešpats Jėzus taip moko mus. Jėzus vardu susirinkę, štai medžiuose du ar trys. Maža tai daug reiškia Dievui, į jų maldą jis atsakys. Nors kaip garstyčių grūdelis, tikėjimas mažas bus. Perkelti kalnus jis gali, viešpats Jėzus taip moko mus. Užduoti mažą nežymę, atliekame ištikimai. Maža tai daug reiškia Dievui, svarbų darbą mums duos Jisai. Nors kaip garstyčių grūdelis, tikėjimas mažas bus. Perkelti kalnus jis gali, viešpats Jėzus taip moko mus.